Подражать реальным выборам здесь стараются во всем. Как и во взрослой жизни, в детской предвыборной кампании были и дебаты, и постоянные встречи с избирателями. Своя программа здесь есть у каждого кандидата в президенты. С приходом на этот почетный пост все обещают изменить жизнь к лучшему. Став президентом, я буду стараться, чтобы в нашей группе детки слушались воспитательницу, соблюдали порядок, дисциплину. Потому что каждый человек должен соблюдать законы. Каждый человек должен быть настоящим гражданином России. В результатах этих выборов не придется сомневаться. Подкупить таких избирателей уж точно невозможно. За ходом голосования внимательно следят члены участковой комиссии. В ее состав тоже вошли воспитанники детского сада. На детских выборах все по-взрослому. Здесь тоже есть своя тайная кабинка для голосования. И заходить сюда можно только по одному. Свой выбор воспитанники детского сада делают с помощью вот таких вот бюллетеней. И уже по правилам взрослых выборов дети вбрасывают бюллетени в самую настоящую избирательную урну. Явка стопроцентная. Выборы завершились в считанные минуты. За это время к урне для голосования успели подойти более 30 ребят. Наступает момент истины. Начинается подсчет бюллетеней. За Диму Кузьмина 2 голоса. Так. За Машу Степанову 6 голосов. Вновь избранному президенту детского сада Даше Яшковой от своих соперников удалось оторваться сразу на 4 голоса. Соблюдаются все процедуры. Главе маленькой страны вручают удостоверение. Затем, как того требует Конституция, новоявленный президент дает присягу. Правда, пока то ли от волнения, то ли от счастья, ее она произносит с помощью воспитателей. Я благодарю, что меня выбрали президентом. И прощаю. Обещаю. Выполнить всю свою программу. Даша уже 4-й президент в истории детского сада. Победа на выборах обязывает ее ко многому. Воспитатели говорят, что она станет примером для подражания. Ради этого изначально и была задумана необычная игра. Эффект от нее есть. Эти ребята уже сделали шаг во взрослую жизнь. Немногие дети в их возрасте знают, что такое выборы. Эту девочку сегодня выбрали. Основной аргумент – это девочка очень добрая. И вот, вы знаете, в ходе вот этих всех выборов, вот все-таки основной аргумент у детей – это доброта. Именно доброта, поддержка, вот помощь. И здесь, конечно, девочка будет стараться именно сплотить коллектив. Ну, конечно, и помогать воспитателю, естественно. Для ребенка это очень яркое событие, яркое впечатление, которое останется на всю жизнь. И нам очень приятно, что это яркое впечатление связано с выборами. То есть вот если с такого возраста с детьми играть в выборы, то они уже понимают, что это действительно важно и что на выборы нужно ходить, и от выборов много зависит. Пусть они сейчас свою страну называют Цивильском, а президента страны называют Даша, но тем не менее они поймут, что они уже понимают, что есть президенты, что есть депутаты, что их выбирают, и выбирают их сами люди. Правда, президент в детском саду избирается всего лишь на несколько месяцев. В следующем году Даша пойдет в школу, а за ее место развернется очередная предвыборная гонка. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.